Добрый день, дорогие зрители! Республиканская общественная организация «Потомки государевых ямщиков» в 2020 году отметила 20-летие своей деятельности. По инициативе лидера общественной организации Анатолия Анатольевича Добрянцева, обладателя первой Всероссийской общественной премии «Гордость нации» в номинации «За эффективное лидерство в некоммерческой общественной организации», советника генерального директора «Сахатранснефтегаз», председателя Республиканской общественной организации «Потомки государевых ямщиков», председателя Союза оленеводов России, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха-Якутия, кандидата экономических наук, в 2018 году была организована научно-исследовательская этнокультурная экспедиция по следам государевых ямщиков, посвященная 385-летию вхождения Якутии в состав российского государства, 275-летию становления Иркутско-Якутского почтового тракта, 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия Вениаминова, апостола Сибири и Америки, и 95-летию со дня образования Якутской ССР. Впервые в новейшей истории были посещены 126 почтовых станций от Иркутска до Якутска, которые действовали в XVIII веке, тем самым воссоздали путь государевых ямщиков. Группа передвигалась на разных транспортных средствах, сначала по автомобильной дороге, потом по реке Лень. За 275 лет существования тракта напоминанием об истории были старинные постройки, храмы, сохраненные потомками, предметы быта русских крестьян, атрибуты ямщицкой службы. Во многих ямщицких станциях состоялись встречи с населением, со старожилами, которые помнят ямщицкую гоньбу и исполняют старинные русские песни. Участники экспедиции во главе с Анатолием Добрянцевым рассказывали жителям сел, поселков и городов об истории становления Иркутско-Якутского почтового тракта, о деятельности организации «Потомки государевых ямщиков», выступили с культурной программой «Старинные песни ямщицкого тракта». Население Иркутской области встречало членов группы с хлебом, с солью, русскими и бурятскими традициями с большим радушием. Данные документальные фильмы приняли участие во всероссийских конкурсах и получили признание. Победитель всероссийского конкурса «Федерация-2019» в номинации «Большая страна, узнай больше». Победитель интернет-голосования всероссийского конкурса «Миротворец-2018». Давайте поаплодируем, дорогие друзья. Слово предоставляется первому заместителю общественной организации «Потомки государевых ямщиков», заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха-Якутия Кулагину Василию Алексеевичу. Дорогие друзья, другого слова я не подберу. Действительно, сегодня в этом зале собрались друзья, поклонники нашей общественной организации. Я много говорить не буду. Вот за 20 лет два события, которые полностью потрясли нашу матушку реку Лену, это в 2015 году, когда мы провели впервые в истории России ямщицкую гоньбу от Санихтаха до Покровска и от Якутска до Покровска. И, конечно, вот эта экспедиция под руководством Анатолия Анатольевича от истоков реки Лены, от Иркутска и до Якутска. Я думаю, что после вот этих двух экспедиций наши деревенский люд, на которых в основном, я думаю, что было обращено внимание, как-то почувствовали, что их помнят свою историю. Поэтому эту экспедицию встречали с таким восторгом, с таким восхищением. Я в это время как раз находился на своей родине вместе со своей большой семьей нашей. В это время как раз в 2017 году исполнилось 120 лет нашему родительскому дому, который мы сохраняем на бывшей станции Кочегарск. Это единственный дом, который сохранился в деревне. И я видел, как горели глаза у соседних деревенских жителей, когда они ожидали эту экспедицию. И я думаю, что даже батюшка, Бог, Господь видел, что эта экспедиция едет. Все время перед экспедицией шли грозы.
дожди сильнейшие. И когда они приехали в нашу деревню, небо развернулось и встретило голубым небом и ярким солнцем. Поэтому, конечно, вот эта экспедиция, это бесспорно событие не только нашего Якутского края, Иркутской области, это событие всероссийского масштаба. И очень приятно сегодня, что в нашем зале собралось столько народу. Я думаю, вы с удовольствием посмотрите фильмы, которые создали талантливейшие наши якутские режиссеры. И вот как раз слово я предоставляю главному нашему почитателю, которая создала, под ее руководством Дарья Павловна создала вместе со своими единомышленниками шикарнейшие 7 серий. Спасибо. Очень приятно, что, несмотря ни на что, у нас сегодня в зале много зрителей. Я так рада, потому что мы, когда в декабре месяце презентовали тоже один фильм, он назывался «Мой личный дракон» о динозаврах Якутии, тоже интересный проект всероссийского уровня. В зале сидело гораздо меньше людей, чем сегодня, поэтому у меня сердце сегодня радуется. Спасибо, что вы, несмотря ни на что, пришли. И вы знаете, вспоминая этот цикл «По следам государевых ямщиков», когда мы работали над фильмом, у меня сложилось такое впечатление, что это где-то осталось в прошлом. Это такая далекая летопись, которой мы занимались, да? Потому что ситуация, которая возникла с карантином и так далее, она как бы изменила нашу жизнь. Мы на все смотрим другими глазами. И сейчас я на этот цикл смотрю, как будто бы это было лет 10 назад. Это была другая жизнь, это мы были другие. Взаимоотношения людей были другие. И такое ностальжи на сердце. Хотя это был 18-19 год, вот буквально несколько лет назад. Я очень благодарна общественной организации «Потомки государевых ямщиков», что мне удалось соприкоснуться и моей творческой команде с этой тематикой, потому что эту тему признали на российском уровне. И когда члены жюри отсматривали этот цикл, сказали, что, вы знаете, вы находитесь от нас так далеко, но ваша летопись так интересна России, что это будущий туристический потенциал. Иркутско-якутский тракт – это будущий туристический потенциал. Шикарный. И я думаю, что придет время и найдется какой-то человек, который вдруг его упадет яблоко на голову, осенит его, что это такого аналога в мире нет действительно. Когда я работала с архивными материалами, встречалась с архивистами, я поняла, что почему этот материал так долго лежал? Ну, значит, его время еще придет. И вот среди них вот этот цикл. Наверное, когда-то кто-то вернется, посмотрит, и у этого проекта будет дальнейшее развитие. Я бы хотела пожелать вам всем крепкого здоровья, берегите себя, любите друг друга. И вы знаете, когда показывали фильм про семью Кулагиных, да, ко мне звонили, писали люди и говорили: мы так счастливы, что в нашей Якутии есть такие семьи, что это наше национальное достояние. И поэтому давайте понимать друг друга, любить друг друга и продолжать историю своей семьи, летопись. А оттуда пойдет и все остальное. Спасибо за внимание. Я хотел бы пару слов сказать. Вот очень жалко, что сегодня с нами нет Анатолия Анатольевича. Он, к сожалению, сейчас вот по состоянию здоровья находится в Москве. И я хотел бы от нас всех и от вас пожелать ему крепкого здоровья. У него ямщицкий дух, и мы надеемся, что он выкарабкается и снова будет с нами, снова его энтузиазм бесконечный будет возглавлять нашу организацию. Давайте ему похлопаем и пожелаем крепкого здоровья.